все, грунт проваливается туда. И получается такая яма. Я знаю, что вот именно эта трава помогла моему отцу. Это, конечно, моя вина, да, Мария? У нас же средства есть, которые на канале есть видео, где мы это самое муравьев прошлый год как отгоняли. Они... И вот этим цветкам трудным названием тоже повезло. Но мы торфяник черноземом называем, не знаю, правильно или нет так. Видите, мама как защищает своих щенков. Выкапывай, закапывай, сажай вместо дубоев. Да, Маша? Всем привет, друзья. Мы с Машей снова на улице, снова во дворе. На хоздвор у нас такой, и Маша убирает остатки мусора. Тут уже ничего практически не осталось. Вон эти, там вот эти бревна для столбов ставили. Вот, жалко, конечно, что не успели ошкурить. Потом придется по второму убрать, как будем ошкуривать. Ну тут опылки от того, что дрова спилили. А все чистенько. Вот прошлогодние еще эти жерди не использованные у меня еще. Вот. Праздники закончились, и вот такие будни. На огороде пора уже тоже чем-то заниматься. Вот Маша там с парником повозилась немножко, потом уже и это семена поставила, чтобы они, как правильно, Маша, семена, чтобы проклюнулись, что ли, да, огурцов? Ну, дали ростки, так сказать. В марлю положила. И как проклюнуться, потом уже в парник будем. Просто у нас север же, и, друзья, будет такое дело, будут и заморозки еще, будет еще и снег, когда будет черемуха цвести. Это все так, ну, зыбко у нас это все. Зыбкое дело. Вроде бы тепло, а потом бац как. И все замерзнуть может. Вот. Ну, Маша убирается. Ну, тут уже немножко. Совсем немножко уже. Можно сказать, уже тут почти ничего и не осталось. Вот. Это опилочки такие. Опилочки тоже, где грязно, туда кладем, чтобы высохла дорожка, да что-то. Этот участок вот, сейчас покажу еще. Вот этот участок около гаража, вроде вот, эта весна очень сухая, все равно, видите, лужа есть. И, ну, многие советовали там щебень купить, да что-то. И никак у меня этот щебень не получается купить, он дорогой. Наверное, прошлый год или позапрошлый он стоил где-то 1050 с доставкой, а в нынешнее время он еще 100, наверное, зашкалит. Это дорого для меня. И вот песок сюда уже сколько привозили, все равно куда-то уходит. Почва как тундра, она проваливается. Этот все, грунт проваливается туда. И получается такая яма. Сюда очень много уже песка привозил. Ну и как Маша закончит с этой уборкой, тут уже заканчивает она. Она хотела еще в парнике купаться. В парнике будешь что-то делать, да, тоже, Маша? Поливать точно, да. Парник сухой, хоть и снег закидывали туда, все равно он сухой очень. А это вот УАЗик для тех, кто еще, ну, видит, которые с первого дня на моем канале знают, что это мой УАЗик, а которые недавно попали, скажу, что этот УАЗик мой. Я вот до 2011 года еще ездил на нем. Ну, сам, как бы. Последний раз на нем я ездил, я затаскивал дрова. Ну, в поленницу. После этого все. Потому что там уже я почувствовал, что край, я уже не могу управлять, могу кого-нибудь задавить, там опасно это все. И оставил эту затею. И сейчас очень помогает.
Дядя Ваня помогает, короче говоря, вот на этом УАЗике. Все домашние дела делать. Смотрите, облака. Я любуюсь облаками. Они как нарисованные. Вот весенние облака, они всегда как нарисованные. Осенние облака не такие, они тяжелые. А эти как нарисованные. Собака вдали лает там у соседей. Умка что-то замолчала, тоже выла. Видите, как облака какие? Они как бы тучи такие даже, но они не тяжелые смотрятся. Это весенние облака такие. Красиво. Вон у Рыжика друг приходил, Рыжик дома. Охотиться идет. Вот здесь дрова, да? И вот он, там птички маленькие всякие, он идет охотиться. О, видите? Там и мыши, и с Рыжиком вместе здесь они охотятся. Видите? Какая маскировочная у него это. Раскраска, смотрите. Дрова такие и кот такой же. Все. Пошел искать добычу. Видите, какой-то столько дров. Это у пожарки. Маша уже здесь собирает манжетку. Вот включился. Ну, манжетка это такая. Так, сейчас поближе покажу. Вот. Вот такая трава. Вот покажу, да? Вот. Такие листики. Она сейчас молодая. Как раз только-только вот первые листочки как бы выходят. Конечно, потом это все сполоснуть надо. Я хочу попробовать, чтобы вот так пожевать. Потому что у меня в одно время отец сильно болел. Очень сильно болел. Можно сказать, на краю жизни был. Вот эта манжетка помогла. Мама вышла, вот тоже был период вот такой весенний. Отец, в общем, слег. Где-то килограмм, наверное, 30-40 осталось от него. Вообще лежал уже. И мама рассказывает, говорит, со слезами на глазах, там она, говорит, первые, что попалось под руку во дворе, а как раз первые вот эти листочки, выходила манжетка вот эта. И в рот ему, и пускай жует, говорит. Он жевал, но не глотал, а выплевывал потом. Но весь сок, это самое, жевал, весь сок попадал вовнутрь. Потом еще и помог, да, и чудо случилось. Потихоньку стал возвращаться как бы к жизни отец. И до сих пор, слава тебе, Господи, живой. Вот эта манжетка помогла. Реально. Это 1000 болезней там, наверное, где-то написано. От Это... печени, от кровотечения, от легких, от желудочно-кишечных, там от горла, от кашля, короче, от многих болезней. Очень хорошая трава. Так что вот собираем. Будем тоже использовать сами. Ну-ка, поднеси, пожалуйста, поближе на камеру покажу. Прямо вот очень с близкого расстояния покажу, как она выглядит, эта манжетка. Она потом уже цветет маленькими цветочками. Ну, вот прям на камеру, вот, Маша, ну-ка. Поближе, еще ближе. Как зонтик. Вот, манжетка называется. Но мы во всяком случае. Если не манжетка, то в комментариях скажите, но мы считаем, что это манжетка. Но ладно, хоть как она не называлась, Маша, я знаю, что вот именно эта трава помогла моему отцу. Вот именно эта трава. Я хочу... Восстанавливающее, это как бы от геморроев тоже помогает. Но от всего, очень от многих болезней. А у меня после короны обострились там желудок. С желудком начались проблемы. И вот попробую, может, поможет. Вот. И пока вот это здесь не все растоптали, вот здесь именно вот такая место такое, здесь выходит первые вот эти цветы, вон там мачеха, а вот здесь манжетка, она выходит,
И большой ведь двор у нас. И вот здесь только вот это участок и выходит. Так, вот собрали немножко лекарства природного такого. Да, занеси. Ой, слышите, Умка там тоже там хочет поучаствовать. Добрались до парника. Маша хочет поливать. Ну, как обычно у нас весной, полив еще не установлен. Ну, водолей еще колодец не отпустили, а земля в парнике сухая. И получается, для посадки надо ведром таскать. Это, конечно, моя вина, да, Мария? То, что полив еще не установлен. Ну, короче, друзья, здесь мы вчера опять... Сколько ты проволочников нашла? 20 с лишним. 20 с лишним проволочников. Вот она вчера перепахала, этот парничок. И 20 с лишним, говорит. Опять муравьи. Ну, у нас средства есть. Это самое прошлогоднее. Ну, потому что солнце вышло. Это... У нас же средства есть, которые... На канале есть видео, где мы это самые муравьев прошлый год как отгоняли, они ушли, и целое лето потом их не было. И вот в этом году тоже заранее надо это все сделать, Маша. Давай сегодня же и вот этим и займись. Там же ерунда, сода, да, сахар и что еще туда ложили? Не помнишь? Сода, сахар и я не знаю, что было еще. И разбрызгали, и муравьи, на следующий день уже муравьев не было, все. Они, конечно, они не уйдут насовсем, они все время, они отходят куда-то, но потом целое лето их не было. Прошлый год вот это точно. Как мы обрызгали, потом все спокойно было. Вообще муравьи не беспокоили потом. Именно в теплице. И их сразу надо, чтобы не кучковались потом уже. Заранее опередить их надо. Лейка у тебя здоровая, Маша. Хоть сколько там и снега заносим, и все равно земля сухая в парнике, и все, это всегда так. Снега очень много накидывали под конец зимы. Достаточно так обильно поливаем, чтобы уже пропиталось все. Потом и как немножко просохнет, средством от муравьев будем. Средство. Сейчас будет ссылка наверху. И вот посмотрите, как мы делаем там. Сейчас немножко еще поснимаю. Тут
вот рядом с теплицей клумбочка такая. Вот нарцисс уже вот хочет зацвести. Такие желтый цветок. И вот этот цветок такой синенькие цветочки такие, во. Очень тяжелое название, неглектум или как вот, наверное, скорее всего. Потому что я это слово не выговорю никак. Но уже тоже вот зацветает. Не знаю. Показывает. Нет в кадре, конечно. Вот так. Но эту клумбочку сейчас тоже черноземчиком Маша немножко добавить сюда чернозема. И хочу вот показать, там роза, наверное. Вот эта роза, да. Она погибла, к сожалению, зимой погибла. И вторая роза тоже погибла. И там еще с краю роза, но она вроде как живая. Вот эта роза живая. Шипы живые. Вот те две розы погибли, замерзли. Зимы жесткие у нас. Не всегда всем повезет, как говорится. Ну, нарцисс, как говорится, повезло. Он такой желтенький какой выходит. И вот этим цветкам трудным названием тоже повезло. Вот. На деревьях уже листья появляются. Вон черемуха. Уже довольно-таки крупненькие листики его. Смотрите. Опять у нас ветер подул такой. Ну, неприятный такой ветер. Северо-восточный, что ли. Ну, не очень приятный. Как-то южный ветер тепло. О. Скоро это все. Вот в солнечные дни это листва очень быстро выходит. Еще старается быстрее успеть выйти, прорасти, отцвести. Вот. Скоро уже через, наверное, сколько там, неделю или две будем уже картошкой заниматься усиленно. Вот. Маша хотела сюда сейчас немножко чернозема привезти. Она ездила там и привезла немножко в мешочках. Тут земля, ну, более песчаная такая. Чернозем не помешает. У нас там есть торфяник в одном месте. И вот там торф такой. Говорят, очень... Вот в этом месте, откуда Маша привезла, говорит, очень хорошая земля. На теплице там, на вот эти гродные дела все. А может, эту розу, если полить, она это самое оживет? Ты не выдергивай еще, попробуй полить, да что-то. Вот такой торфяник. Ну, мы торфяник черноземом называем, не знаю, правильно или нет так. Проволочник в торфянике? А что он там делает? Видишь, Маша привезла торфяники, там даже проволочники. Везде это уже оккупанты такие, проволочники. Захватили весь участок. На выходных приезжала сестра, и вот кучка навоза была, и она вот так
по грядке все раскидала. Ну, не на пахоту еще, не под пахоту. Вот такие кучки она сделала, потому что если под пахоту, то уже надо сразу пахать, потому что под солнцем потом этот навоз высохнет, и толку, наверное, от этого навоза потом мало что будет. Уже потом раскидывать уже перед самой вспашкой. Уже вот этот участок так сейчас выглядит. И, ну, существенно ничего еще не изменилось на грядках. Ну и чеснок там. Чеснок. Ну, чеснок с каждым днем все выше и выше становится. Ну, вот и я в кадре, так сказать, решил тоже поснимать себя, показать. Сижу на своем драндулете и обхожу участок. Ну, я говорил, что посмотрел там, какие планы. Надо вот в бане пол поменять. Потом на крыльце тоже, крыльцо надо, пол тоже поменять, доски. И вот на баню там вот присмотрел, там вот эти доски, да, вот они должны, ну, хватить должно. Остается там, сейчас пока там дядя Миша, да, что-то занимается другими делами, у них свои дела, со своим делами управятся, и хочу позвать там на пару дней, чтобы они там поработали, ну и поменять там вот пол в бане обязательно, потом вот лавочки, не знаю, там надо уже посмотреть, если тоже прохудились, тоже будем менять, вот. Ну и скоро уже потом начнется, у нас главная культура еще так и как ни крути, вот это все это, чеснок, да, вот эти все петрушки, да, свекла, да, это морковь, да, это все как бы второсортный. Главное у нас картошка. Главное у нас картошка, и, наверное, скорее всего, уже не через 10, если погода будет нормальная, будем заниматься этим. Вот. И тоже, естественно, буду снимать все это и показывать. Маша занимается дальше своими делами. Что-то в кадры уже не попадает, там клубы перед окном, там с клумбами уже занимается потом. Умка там, не знаю, попадает или нет в кадр, потому что сейчас она вот замолчала, а до сих пор еще все скакала, что-то просится на улицу, но данный период пока нельзя. Где мы обычно гуляем, там пока, ну, как говорится, там вода залила все эти луга, поля, а потом потихоньку все спадет и будем гулять тоже. Ну вот, как говорится, живем дальше. Такие деревенские будни у нас. Это из года в год. Вот такая у нас. Ну что потом? Может однообразно все, может кому-то покажется, что все это однообразно, но такая жизнь, а что потом? Что потом поделаешь? Вот. У нас еще такая айда ощенилась, если получится там взять щенков на руки. В этом году что-то мало. Сейчас вот всего 2 щенков и родила. Состарилась, наверное, уже. Вот, надо вот, если смогу, вот покажу еще, поснимаю вблизи, какие они маленькие еще. Совсем малюсенькие. Если не будет ругаться, не кусаться, смогу, ну, постараюсь показать вам. Вот. Сейчас, друзья, я подошел к Айде нашей. Ну, не наша, это у родителей собака. Она тоже как наша, да. Она ощенилась. Я не знаю, Маша сможет, нет, показать там щенков у нее. У нее в этом году всего 2 щенка. 2 щенка и родила. Да, покажем, сейчас попробуем взять. Если будет рычать, то не возьмем. Видите, мама как защищает своих щенков. Не дает. Не дает. В этом году надо будку новую заменить, Айде. Это обязательно делаем.
Два щеночка там, интересно так. И не дает зайти. Маша ведь тоже боится, потому что может укусить. Ну, собака и есть. Она же не человек, не знает, что с ним. Хотя она очень ласковая, и Маша кормит ее, она все равно. Сейчас посмотрим. Он лезет. Ну, на камеру да поснимай. Щеночки должны быть там. На, айда, на. Лёг. Айду, на. Лёг. Лёг, айду, лёг. Ог, тенчит ме кагук ясте бо. Ми веда во сечеми, лёг. Ог ме тенчит кагук ясте бо, смете не любите, того гуляйтник там гоже на светлине. Чуч. Да. Ну, как получилось, так и получилось потом показать. Новые у нас. Один щенок уже обещали взять, местный мужчина. И второго еще пристроим, да, и все нормально будет. А я, друзья, уже около озера нашего. Опять проведать приехал мостик. Быстренько так, думаю, съезжу, чем перед тем, как зайти домой. И вот видите, на прошлом видео еще мостик, там перила все было видно. А сейчас все, ничего, она уже под водой. Все под водой. Вот до сюда уже поднималась, видите, и опять холодные ночи были, и опять, видите, вода упала. Но вот смотрите, по этому мусору заметно, что она поднималась до сюда аж уже. Вот, больше была. Сейчас, значит, вода спадает уже. Вот. Мостика нету. Вот наше озеро как выглядит. Слышите, может, птички поют как? Ну, а я потом вот проведал мостик свой, посмотрел, он в воде. И поеду обратно тоже, до дому обратно. Дорогу не буду снимать, потому что, когда едешь, это все ветрено, ну и однообразно. Там сроки белобоки трещат. Я уже возле дома обратно, вот так. Съездил по-быстрому до озера. Маша, там мостик утонул полностью, все. Мостика не видать. Но вода уже убывает обратно, но сказали, что дожди. Ну да, туда вода уже. А я не знаю, до куда примерно по высоте там дошло, но озеро вышло с берега. Ты сегодня хочешь съездить? Маша, вот покапывая здесь крыжовник, там давно уже посадили, что-то у нас не очень растет он. Ну, занимается огородными делами. Вот так. И теперь вот до снегопада так и будет, да ведь, Маша? Копай, выкапывай, закапывай, сажай. И еще что-то делай. Вот здесь и лето и пройдет. Вместо дубоев. Да, ведь, Маша? Вместо дубоев. Вот так. Но, если честно, отдыхать надо тоже. Съездить куда-то, я не знаю.
мне как-то по барабану вот эти Дубаи, да, что вот Маше охота съездить на море, охота съездить куда-нибудь в санаторий. Ну, может и получится еще, да ведь? После Дубаев еще не ездили никуда, да ведь? Да. Самая крайняя поездка была в Дубай. Это... И потом начался коронавирус, и все. И после этого все поездки прекратились. А сейчас с этими санкциями тоже никуда, только по России надо, ну, хотя бы в Россию, да, тоже. А что? Тоже неплохо. Угу. Ну что, на этом, наверное, буду съемку заканчивать. Опять такой обход участка. Приблизительно планы сделал у себя в голове, что нужно на скорую руку сделать побыстрее. Вот. Ну и показал там заодно. Ну так, потому что полевые работы еще у нас, ну, постепенно это все начинается. Думаю, еще и заморозки будут еще, после того, как черемуха зацветет. Вот. Вон там Маша у меня копается на огороде, так сказать. А я потом уже буду заезжать домой. Вот. Ну, и все. На этом все, буду заезжать, друзья.